Всем здравствуйте, дорогие мои слушатели! С вами я, Кюне из Смарт-библиотеки 2.0.3. Продолжаем занятие мобильной грамотности. Сегодня у нас второе занятие. Тема урока – функции WhatsApp, которых вы не знали. Один из самых популярных на сегодняшний день мессенджеров является WhatsApp. Регулярно получает обновления и продолжает обрастать новыми функциями. Однако то, как ими пользоваться, не всегда очевидно для потребителя. При этом встречаются среди опций и весьма полезные, которые могут в значительной степени облегчить опыт работы с приложением. Сразу стоит заметить, что не все пункты могут быть для вас чем-то новым, однако и всего возможностей почти каждый наверняка найдет то, чего до этого не знал. Итак, начинаем. Открываем приложение. Первая функция – это у нас функция поиска по всем чатам. Представьте, что кто-то послал вам свой адрес, или вы помните, что в чате обсуждали интересный фильм или музыку и так далее, но это было давно, и сообщение уплыло наверх. Для этого экран тянем вниз, и у нас наверху появляется строка для запроса. Там и пишем то, что ищем. Можно также искать в определенных группах. Для этого заходим в группу и в настройках группы нажимаем «Поиск в чате». И давайте попробуем написать актуальное для нас слово «грамотность». WhatsApp нам дал результат и выделил данное слово. Далее пометка важных сообщений. Некоторые сообщения могут быть крайне важными для вас, будь то памятная дата, которую вам нужно запомнить, адрес или информация о встрече. Такие сообщения можно отмечать прямо в переписке и потом получать к ним быстрый доступ, не копаясь в десятках переписок. В нужной беседе, например, найдите важное сообщение, нажмите на него и удерживайте. Давайте попробуем сделать данное сообщение. Удерживаем. И в появившемся окне нажимаете символ звездочки в избранное. Нажимаете. И внизу сообщения мы видим, что появился знак звездочки. Далее у нас это отправка данных о своем местоположении. Известно, что WhatsApp позволяет и отправлять фотографии, видео, а также обмениваться данными о контактах из записной книжки и документами. Но вы также можете отправить свое местоположение. Это очень удобно. Если вы встречаетесь с кем-нибудь в малознакомом для него районе, для этого зайдите в нужный чат, нажмите на скрепку или знак плюс слева от окна сообщения. Нажимаете и выбираем из списка местоположение. Карта нам дал результат. Выбираем нужное местоположение. И вот мы уже отправили местоположение в группу. Следующая функция – это у нас удаление определенного сообщения в чате. Иногда эта функция может быть полезной, например, когда вы отправили сообщение в чат по ошибке и не хотите вводить в заблуждение собеседников. При этом люди в чате увидят, что сообщение было удалено. Выбирайте нужную беседу, нажмите «Удерживайте определенное сообщение». Давайте удалим это сообщение местоположение. Удерживаем сообщение и из списка выбираем «Удалить». Знак удаления. И здесь выбираем «Удалить у всех». Данное сообщение удалено. Далее у нас функция сохранения данных. Если вы не хотите, чтобы WhatsApp забивал вашу память, вы можете настроить, какие конкретно файлы вы будете получать. Можете вообще запретить мессенджеру загружать что-либо без вашего согласия.
Мы переходим в настройки. Здесь использование данных и хранилища, и автозагрузка медиа или автоматическая загрузка мультимедиа. Здесь нажимаете, например, загрузка фото и выбираете нужный пункт. Это никогда, то есть WhatsApp не будет загружать любое фото. Wi-Fi только по сети Wi-Fi и сотовая связь. Таким образом можете изменить автозагрузку аудио, видео и документа. Далее у нас скрыть изображение профиля. Возможно, вы не хотите, чтобы все видели ваши фото, то есть аватарку. Особенно если вы являетесь членом нескольких групп, где вы не знаете всех участников, или, может быть, вам просто хочется побыть инкогнито какое-то время. В любом случае, вы можете выбрать, кто может видеть ваше фото. Последуйте в меню «Настройках», «Учетная запись», «Конфиденциальность» и «Фото профиля». Здесь вы выбираете либо все, либо, как у меня, «Мои контакты», или вообще никто. Следующая функция — это у нас загрузка изображений и видео. Обмен фотографиями и видео на WhatsApp организован весьма удобно. И по умолчанию все полученные фото и видео сохраняются на вашем устройстве, что не всем подойдет. Вы можете отключить эту функцию и сохранять на смартфон лишь те данные, которые вам действительно нужны. Мы опять же переходим в настройки, чаты и отключить отображение мультимедиа в галерее или фотопленку. Зеленый цвет — это у меня знак включения, а серое будет отключение. Я отключила автоматическое сохранение фотопленку. Далее у нас изменение настроек автоматического сохранения изображений и видео для определенных чатов. Этот пункт вытекает из предыдущего. Вы можете изменить автоматические настройки сохранения медиафайлов из определенных бесед. Так тоже можно, оказывается, да? Выберите нужный чат, нажмите на контакт или в верхней части экрана, то есть в настройке группы, и выбираете сохранение файлов или фотопленку. У меня фотопленку выбираю, и из пункта выбираете нужный пункт. По умолчанию выключить, или всегда, или никогда. Следующая функция — это у нас отправить голосовое сообщение. Если у вас нет времени, чтобы писать длинный текст, то отправьте голосовое сообщение. Просто нажмите на символ микрофона справа от окна сообщения. Голосовое сообщение отправится сразу после того, как вы уберете палец символа. Вот так. И последняя функция у меня — это отключение чата. Вы можете отключить уведомления из определенных бесед, чтобы куча сообщений вас не беспокоила. Откройте нужный чат, войдите в меню верхней части экрана, и здесь есть отключить звук или без звука. Выбирайте, и из списка пунктов тоже выбираете 8 часов, 1 неделя или всегда. Надеюсь, на этом уроке вы узнали о некоторых функциях WhatsApp, о которых вы раньше не знали. Если видео было полезным и интересным, то подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх. Мы всегда будем вам рады. Всем до свидания, до следующих занятий. Не пропускайте.